Как в Чувашии идет работа по газификации и догазификации, куда обращаться желающим получить услугу? На все эти вопросы ответили заведующая сектором госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Марина Антонова и первый заместитель генерального директора «Газпром» газораспределения Чебоксары Виталий Семенов. Запись прямого эфира можно посмотреть в официальном сообществе «Чувашская республика» ВКонтакте. Основные моменты в репортаже Милены Алексеевой. В Чувашии по состоянию на июль текущего года более 4500 человек подали заявки на догазификацию. Половина из них уже пользуется газом. Спикеры отметили, никакие санкции не помешают реализовать данный проект. Санкции нам не навредят. Ни в коей мере. Еще раз подчеркну, сейчас газопроводы, как правило, прокладываются полиэтиленовые. У нас достаточно фабрик, комбинатов и заводов, которые выпускают эту полиэтиленовую продукцию. У жителей часто возникают вопросы о проведении газа. Многие не владеют информацией, что такое догазификация. Поэтому специалисты в своей работе активно используют систему инцидент-менеджмент. Есть такая система инцидент-менеджмент. Это возможность обратиться любому человеку и задать свой вопрос. И второе, она закрывает те вопросы, которые мы каким-то образом не донесли до населения по той причине, что не провели вот такое же мероприятие, как сегодня. Также во время прямого эфира жители республики интересовались, какой категории граждан будет компенсирована часть затрат на догазификацию внутри границ участка. Воспользоваться льготой смогут труженики тыла военных лет, ветераны труда, дети войны, военнослужащие и другие. Милена Алексеева, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев, Республика.